Наш соотечественник, директор Владикавказского научного центра Российской академии наук, кандидат исторических наук, специализирующийся на отечественной и зарубежной историографии скифо-сармато-аланского наследия Алексей Чибиров выступил с лекцией «Дзамбулат Дзанти. История Осетии глазами эмигранта» в Юго-Осетинском государственном университете. В ходе рабочей встречи с ректором Юго-Осетинского государственного университета Вадимом Тедеевым был очерчен круг вопросов, которые будут проработаны в ближайшее время Юго-Осетинским государственным университетом и Владикавказским научным центром в рамках сотрудничества. Алексей Людвигович, рад встрече. Всегда, когда мы общаемся, бывает разговор дружеский, в то же время рабочий. Взаимоотношения, которые сложились между Владикавказским научным центром и Юго-Осетинским государственным университетом, можно охарактеризовать одним словом – максимально эффективные. И мы и дальше будем делать все возможное, чтобы приумножать наши возможности, чтобы двигать науку вперед, как в Северной Осетии, так и в южной ее части. А вам лично огромное спасибо за тот вклад, который и вкладываете в развитие Юго-Осетинского государственного университета. Огромное спасибо вашей семье и лично Людвигу Алексеевичу Чибирову, который для нас, для всех, для каждого сотрудника университета, для каждого студента это человек-легенда, человек, который много сделал и как политик, и как сотрудник нашего Юго-Осетинского государственного педагогического института, и как ректор в последующем. У меня предложение в рамках того меморандума, который мы подписали еще в 2014 году с Владикавказским научным центром и Юго-Осетинский государственный университет, мы могли бы сделать ряд, скажем, лекций по тем направлениям, которые у нас есть, например. Хорошие специалисты по геофизике в рамках, скажем, тех событий, тех землетрясений, катаклизмов, которые происходят недалеко от Кавказа, это было бы вам интересно, например. Да? То есть речь идет о популярных лекциях? Конечно, о популярных лекциях. Если будет какая-то специальная лекция, тоже, потому что есть студенты, которые изучают специальные науки. У вас есть математики, ваши математики, в том числе Анатолий Федорович Тедеев, он является сотрудником Владикавказского южного математического института. В этом направлении мы это можем делать. Скоро приедут очень интересные математики высокого, хорошего уровня. Они могут небольшую встречу со студентами математического факультета, который у вас есть, вот это сделать. Мы можем поговорить, пригласить наших биомедиков по медицинской части. В общем, есть ряд мероприятий, которые я бы хотел вам, Вадим Бултазович, предложить вот в рамках нашей официальной встречи, которая есть. И мы можем эти вещи согласовать, потому что для нас это тоже интересно. Спасибо за те слова, которые вы произнесли, Вадим Бултазович, в адрес Владикавказского научного центра, в адрес Людвига Алексеевича. Я обязательно передам ему, конечно, те ваши теплые пожелания, которые вы озвучили. У нас не может быть другого отношения к Юго-Осетинскому государственному университету, потому что это в том числе и наша альма-матер. Алексей Чибиров преподнес в дар университету очередной номер журнала «Нартамунга», посвященный выдающемуся ученому Юрию Гаглойте. Лекция Алексея Чибирова собрала профессорско-преподавательский состав историков и студентов специальностей «История», «История международных отношений» и «Журналистики». Модератор встречи, помощник ректора Ирина Таттаева, приветствовала гостя от имени собравшихся. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев выразил благодарность Алексею Чибирову за встречу с коллективом и студентами вуза и проинформировал, что Алексей Чибиров проведет цикл лекций в ЮГУ. Когда я разговариваю с Людвигом Алексеевичем Чибировым, с Алексеем Людвиговичем Чибировым, когда я имел честь познакомиться и в дальнейшем сотрудничать, Царство Небесное, с Мариной Людвиговной. То есть, когда речь заходит об этой прекрасной семье, слово, которое я всегда держу в голове, произношу это слово «спасибо». Говоря про Алексея Людвиговича, когда он перенял эстафету у Анатолия Георгиевича Кусраева и возглавил Владикавказский научный центр, то в этот же день он стал ответственным за науку во всей Осетии. До этого у нас были прекрасные взаимоотношения с Алексеем Людвиговичем, а потом уже, когда наш друг, как верно заметила Ирина Алановна, возглавил ВНЦ, уже пошли такие процессы, которые говорят только в одну сторону. Ресурсы Владикавказского научного центра, они в нашем распоряжении. Это, как сказал Владимир Путин Алану Гаглоеву, я полностью в вашем распоряжении. Но точно такие же слова говорит, когда мы общаемся с Алексеем Людвиговичем, мне и в моем лице всему университету, директор Владикавказского научного центра. Невозможно не волноваться, когда ты приезжаешь в свою альма-матер, так или иначе. Это дорогой мне вуз,
где я состоялся как студент, надеюсь, и потом получил дальнейшее развитие уже в той истории своей жизненной, которая следовала после этого. Во-первых, я постараюсь разбить сегодняшнее сообщение на 3 момента, озвучу каждый. Первый — то, о чем мы договорились с Вадимом Ботазовичем. У Владикавказского научного центра есть нормальные, прекрасные возможности для того, чтобы мы проводили ряд лекций по нескольким направлениям. Это гуманитарные науки, это медицина, это геофизика и, конечно же, математика. У нас очень сильные математики. Я вам по большому секрету скажу одну информацию. Наш Владикавказский научный центр считается одним из самых сильных по тем направлениям, которые мы отрабатываем в Южном федеральном округе. Алексей Чибиров в начале своего выступления презентовал выпуск номера Нартамонга, посвященный Юрию Гаглойте. Каждый материал журнала представляет научный интерес. В номере статья самого Алексея Чибирова, посвященная выдающемуся лингвисту 20 века Гарольду Бейли, который побывал в обоих частях Осетии и не понаслышке знал о нашем крае. Он также отметил, что данная статья на английском языке недавно вышла и в издании Болонского университета. В номере также материалы госсоветника президента Южной Осетии, историка Константина Кочиева, молодого ученого из Испании, продвигающего осетинскую науку за рубежом, Бориса Мисикова. Пользуясь случаем, я хотел бы вам презентовать последний том нашего журнала «Нартамонга». Это 6-й том под моим редакторством. Журнал имеет давнюю традицию. Вы знаете, уже у нас были несколько презентаций этих номеров. Да. Том уникален чем и интересен чем, потому что он посвящен памяти нашего выдающегося ученого Юрия Сергеевича Гаглойте. Потому что последний материал, который он был членом нашего Международного научного совета, здесь есть, обязательно мы делаем, так сказать, посвящение ему. Вот здесь есть его фотография с его факсимиле. Этот том я передаю уже, конечно же, в библиотеку университета. История была следующая. Я где-то за месяц, он долго мне обещал дать материал для журнала. Все, мы с ним постоянно общались. Всегда он был занят в своем кабинете. И где-то месяц за полтора до его кончины я к нему подошел, и мне дал материал с характерным названием. Название очень интересное. Она звучит как «Скифская чаша героев, Нартская вацамонга, Нартамонга, Остинский нуазен». То есть, понимаете, он достиг какого-то момента своего апогея в этой ситуации. И он пишет о том, о чем должен писать ученый уровня Юрия Сергеевича, это о чаше героев. В контексте лекции «Дзамбулат Дзанти. История Осетии глазами эмигранта» Алексей Чибиров рассказал о значимости личности в истории своего народа. То, как эпистолярный жанр часто становится источником необходимых для раскрытия личности знаний. Проинформировал об именах, которые оставили богатое наследие в истории, но неизвестно широкой общественности. В частности, о Дзека Зураеве, который был осужден в царское время и вынужден был уехать на Запад и там творить. Есть 2 человека, очень интересных человека. Их зовут Дзамбулат Дзанти и Дзека Зураев. Сегодня я вам расскажу о Дзамбулате Дзанти. Дзамбулат Дзанти, вот с позиции современной науки его очень сложно было бы назвать серьезным ученым, но интерес его заключается в том, что, например, в 1933 году это был эмигрант, который в свое время был участником Первой мировой войны и гражданской войны. Не сохранилась его фотографии, поэтому мы можем следить только по тем следам, которые он оставил в истории. Он был капитаном, поэтом, историком, членом Народной партии горцев Кавказа. Сотрудничал с журналом «Горцы Кавказа». Неизвестна дата его рождения. Неизвестно, когда именно он покинул Россию. Судьба его начинает раскрываться с момента выхода в свет его поэтического сборника, который назывался «Изгнанник Кавказа». Он был издан в Париже в 1931 году, и в 1933 году он образует так называемый комитет осетиноведения в Париже. И этот комитет издает вот такой журнал, который называется «Осетия». Если судить с научной точки зрения, то все теории, которые выдвигал Дзамбулат Дзанти, глубина исследовательская, она не заслуживает такого внимания. Но самое интересное заключается в его организаторском таланте, потому что для привлечения над работой над этим журналом он привлек таких людей, как Николай Рерих и его сын Юрий Рерих. Чибиров рассказал о журнале «Осетия», который издавал в Париже Дзамбулат Дзанти в 1933 году. Ему удалось привлечь в работу журнала именитых людей. Примечателен тот факт, что материалы в нем печатались на 3 языках. В журнале публиковались в основном материалы, написанные на 3 языках – осетинском, русском и французском. И самое интересное, первый том, вот, который вы видите, можно его полистать чуть-чуть, предваряет вступительное слово послание отца и сына Рерихов.
Письма эти очень информативные, их просто интересно даже просто зачитать. 17 мая 1932 года Остинскому комитету в Париже. Дорогие сотрудники, с сердечной радостью я получил письмо вашего общества 28 апреля сего года с избранием меня почетным председателем. С удовольствием принимаю это обращение и избрание, которое мне еще раз напомнит о моих сердечных отношениях с Кавказом. Не могу не вспомнить, что мое первое общественное выступление было в 1895 году в Петербурге на Кавказском вечере, где мною были поставлены живые картины героического Кавказа. Тогда же газеты поместили сведения о том, что я уроженец Кавказа. Это Рерих все пишет. И вот здесь фраза, которая очень часто используется, и мы ее слышим. «Счастливы должны быть осетины, измеряя славные корни свои». Приходя и к соотношению с Византией, вспоминая императора Юстиниана, вспоминая крестовые походы, сколько поистине героических верх вел и ведет ваш народ, полный сознанием героизма и стремлением к истинному совершенствованию. Народ, мечтающий о героизме, готовит себе рассвет. Итак, на основах истинного героизма культуры от древности и до сего дня вы устремляетесь к созидательным началам. Дальше пишет, это уже его сын Юрий Рерих, Остинскому комитету Парижа. Сердечно благодарю за исполнение почетным членом вашего общества. Научные цели вашего объединения совпадают с моими изысканиями в области среднеазиатского прошлого, в котором племена древних Сарматов-Аглан играли столь выдающуюся роль. Своим прошлым Осетия тесно связана с великим южнорусским и среднеазиатским кочевым миром, этим мостом между культурами Средиземноморского бассейна и Дальнего Востока. Своим прошлым Осетия тесно связана с великим южнорусским и среднеазиатским кочевым миром, этим мостом между культурами Средиземноморского бассейна и Дальнего Востока. Перед среднеазиатской археологией стоит большая задача выяснения прошлого Сарматов-Аглан, которые со второй половины IV столетия до Рождества Христова начали теснить скифскую державу юга России. В настоящее время только начинает выясняться громадная культура, роль этих племен всадников, создавших красочную орнаментику, мощно повлиявших на зодчество раннего Средневековья и пересоздавших римскую и китайскую конницу, внеся новое вооружение, новую тактику конского боя. При общем стремлении современной цивилизации нивелировать и сметать национальные культуры, воссоздание прошлого этих культур является насущной задачей. Рад слышать о вашей совместной работе с нашим Европейским центром и всегда готов быть полезным в деле изучения славного прошлого народа Осетии. С искренним приветом на общих путях. Юрий Рерих. Это самое, так сказать, ценная с научной точки зрения информация. В 1933 году этот проект закончился у Дзамбулата Дзанти, но он все равно в своем стремлении показать, насколько сильно любит он Осетию, он не остановился. И в 1953 году, там же в Париже, он издает такое издание, которое называлось «О Саланес». 4 тома этого издания, которые вообще полностью они вышли, они есть в архиве СОЭКСИ. Я хотел их с собой привезти, но у меня не получилось для того, чтобы продемонстрировать. Я это постараюсь сделать сам в следующее время. Лекция вызвала живую дискуссию и обсуждение. Всегда интересно познакомиться с новыми личностями, которые занимаются нашей историей и прославляют ее вне нашей Родины. Одним из которых является иммигрант Дзамбулат Дзанти, с которым, если честно, я познакомилась впервые. Жду с нетерпением сообщения, чтобы вновь поучаствовать в его лекциях. Ну, во-первых, я даже не сомневалась в том, что у Алексея Людвиговича Чибирова всегда бывают очень интересные сообщения. В частности, сегодняшняя лекция про Дзамбулата Дзанти, она была тоже из этой серии. Сказать по правде, я про этого человека знала. Я знала, что он выпускал журнал «Осетия» и даже видела один из номеров этого журнала. Но мне понравилось то, что здесь много было нового биографического материала, который для меня был незнаком ранее. Это было результатом того, что Людвиг Алексеевич Чибиров провел тщательную работу в архивах с источниками. И я надеюсь, что такие интересные лекции будут проводиться и впредь.